Дим, все включено, можем работать? Да, ребят, всем привет. Да. Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья, приветствую вас на канале Республика. Сегодня с вами в таком импровизированном эфире мои товарищи, мы все вместе впервые, наверное, в истории нашего канала, когда мы собрались. Ладой Дамба Кулар, депутат Хурала, представитель города Кызыла, помощник депутата Государственной Думы, ну и заведующий организационно-партийным отделом. Меня зовут Роман Томоев, первый секретарь Туврискома. Дмитрий Сергеевич Аюн, это помощник тоже депутата Госдумы, наш отдел агитации и пропаганды. И Денис Павлович Денисов, депутат ПГТ Ахем, значит, секретарь нашей Кызыльской городской организации. Сегодня мы такой импровизированный эфир, еще раз повторюсь, мы понимаем, что выборная кампания подошла практически к своей финишной черте, к финишной линии, и каждый из нас сегодня поделится, чем запомнилась эта избирательная кампания, как бы вы к ней ни относились. На территории всей нашей страны у нас тоже есть что рассказать, показать, я надеюсь, поэтому вот как-то так. Ну, хотелось бы мне с той стороны все-таки начать. И, Денис, буквально пару слов о том, чем запомнилась агитация и в городе Кызыле, какие, может быть, случаи, факты, примеры. Хорошая была агитационная кампания, нехорошая. Что, в принципе, люди говорили? Вы буквально на камеру давай расскажи. Ну, компания чем запомнилась? Там на самом деле много чем, и были моменты, связанные с собаками, их очень много. Вот Дмитрий, наш замечательный оператор, не даст соврать, он сам видел, как убегали от собак, в частности в Сукпаке было. Вот. Был случай, что подходили к воротам, там, то ли алабай, то ли еще что-то, там, как давай ворота эти маслать, шатать, вот. Вообще вот такой вопрос я сразу скажу. У людей был интерес к этим президентским выборам или нет? Вот реально, объективно, Денис, скажи. В целом, честно. Да, был. Был? Подходили, но все равно интересовались конкретно нашим кандидатом, что за кандидат. Понятное дело, рассказывали, что много кто наш кандидата сибиряк знал. Вот мы же провели кое-что, когда ходили с картинками, да, с портретами людей, спрашивали, вы знаете, кто это? Ну давай объективно. Вот наша партия, вот для территории Республики Тыва, мы узнаваемого кандидата выдвинули или нет, объективно, вот перед людьми? Ну, на старте избирательной кампании, да, возможно, не каждый его знал. Но на сегодняшний день на территории Республики Тыва нашего кандидата Харитонова все знают, что мы пропахали всю республику, пропахали город Кызыл. Ну, вот. справедливости ради, ну честно, Это может быть, не все, да, может быть, да. Но определенная часть общества, я думаю, те, что... кто смотрит YouTube, знают его. Да, и YouTube смотрят, и наши социальные сети, и так далее. Денис, расскажи по Кызылу, как отработали в целом? Кто были наши агитаторы? Это люди старшего поколения или молодежь? Вот буквально вкратце, тезисно Ну, скажи. прежде всего хочу разочаровать некоторых подписчиков, да, и хейтеров. Была в массе своей, это была молодежь. Да, безусловно, старшее поколение тоже нам помогало, но в основном отработала всю избирательную кампанию молодая команда Кызыл Сылдыс. Те, кто давно на нас подписан, знают, видели всех этих ребят. Ну, чем лично для меня запомнилась эта избирательная кампания, еще, думаю, запомнится, да, не стоит забывать, у нас еще 3 дня голосования, вот, для меня запомнилось прежде всего недосыпанием, титаническим трудом, это и работа с наблюдателями, и агитационными командами, в общем, и в целом хотел бы еще раз, наверное, дополнительно сказать слова поддержки. То, что провел большую работу наш организационный отдел, в частности, Ладой Дамба Артинеевич, проработал территории районов, Кажунов, и в 95% УИКов на сегодняшний день у нас закрыты наблюдателями. Да, и сегодня, кстати, какое сегодня число? 14, получается, марта. Вот сейчас, после этого эфира, Денис Павлович пойдет вместе с Ладой Дамбой Артинеевичем. Мы отправим еще кое-что в один из отдаленных районов нашей республики, то есть, чтобы успели распространить. Время у нас еще есть. Денис Павлович, скажи, ну что, как Николай Михайлович Харитонов, как по ТВ выстоит? Ну скажи, как он выступит, скажи честно. Несмотря на агитацию, социальные сети и так далее. Вообще сразу скажу, пока он не ответил, Артинеевич, буквально пару слов. Регион у нас непростой, говорю всегда.
Значит, здесь все-таки Единая Россия, она имеет все рычаги управления, но мы стараемся, так как можем в правовом поле, делать все возможное для того, на всех уровнях выборов говорить о себе, заявлять о наших кандидатах, о нашей программе и так далее. Поэтому, какой бы итоговый результат не был, вот, мы, конечно же, безусловно понимаем, что ракету в космос мы сейчас партийную запустить здесь у нас не можем, победную, грубо говоря, потому что будет реально тяжело. Но определенный шум, определенную агитационную кампанию мы здесь провели. Поэтому, Денис, давай буквально еще пару слов ты резюмируй. В основном, где ребята ходили, как агитировали, вот, на какой упор агитационной работы мы сделали, на что именно? Это поквартирный обход, это не так, это просто почтовые ящики, да? Ну, это тоже было. Да, это было, я не буду это отрицать. Да, но в основном старались прорабатывать с людьми, доносить программу, доносить, кто такой Харитонов. Ну, в общем, был диалог с избирателем. А если бы наша партия съезд выдвинул более молодого кандидата, легче бы нам было? Ну, допустим, Валентина Олеговича Коновалова. Ой, если бы Валентин Олегович Коновалов, если Валентин Олегович Коновалов, тут бы, наверное, Легче было, да, большее количество, в том числе и левых сил бы присоединилось. Да. Я вам скажу, вот вы нас хейтите все в комментариях, да, вот, Роман Тамоев, ты член ЦК, ты делегат съезда, почему ты там одна кандидатура в бюллетене была и так далее. Еще раз говорю, решение принял съезд. Мы предлагали несколько кандидатур, вот одну из них мы уже озвучили. Конечно же, с точки зрения позиционирования для вас, для наших зрителей, для рядового избирателя, конечно, было бы это легче, потому что, у нас даже заряд был бы, да, такой атомный заряд, если бы помоложе был в этом плане. Тут мы можем с вами согласиться. Да, действительно, это так и есть. Но в любом случае, мы здесь упор сделали на опыт, на какие-то знания, более такие, да, потому что человек все-таки сколько времени уже в Госдуме и работает там давно, и наш сибиряк. Поэтому, ладно, об этом давайте не будем говорить. Тебе еще есть что сказать, Денис? Хотел бы попросить, как я всегда это делаю. Хейтерам, ответь хейтерам. Дэн, пожалуйста, ты же все комментарии читаешь. У нас все комментарии на канале Республика, хватит тереть левую коленку. У нас все комментарии читает Денис Павлович, поэтому он потом приходит на планерках и говорит, распечатает, говорит, вот люди на это указывают, вот люди то говорят. Давай, вперед, вот обращайся к нашим подписчикам. Обращаюсь к подписчикам. Для тех, кто считает, что предвыборная кампания это простая какая-то легкая прогулка, это не так. Я ранее уже озвучил, что это нападают и в том числе и собаки, да, есть такие моменты, это и общение с людьми. Вот не так давно у наших коллег в Санкт-Петербурге ситуация так вообще произошла. Выскочил мужчина с палкой, благо наши не из робкого десятка, и осадили этого человека, включили камеры, давай снимать, тот сдал назад. Вот. Дима, тебе такой вопрос сразу вот на камеру. Вот нас же смотрят большое количество сторонников партии. Те, кто за социализм, за общую социальную справедливость, короче, эти наши установочные вещи. Вот кто, являясь по сути социалистом или коммунистом, говорит, не буду голосовать за Харитонова, он старый, не буду голосовать за Харитонова, он незаметный. Они с себя ответственность, Дима, таким образом снимают, там, порча бюллетень, ставя кучу галочек. Вот зачем они так делают? Ну, если ты поддерживаешь, то, что тебе не нравится. Они просто себя скидывают ответственность, значит, они не коммунисты и не социалисты. Ты вот так думаешь, реально? Да. Потому что в комментариях ты думаешь, это легче, да, сидеть писать, чем прийти и реально проагитировать или еще что-то. Да, пользуясь случаем, ребят, я всегда был за кадром, да, и собаки это правильно. Вот Денисова нашего тоже чуть не покусали 5 раз, я знаю. И всем нашим этим агитбригадам большое спасибо, особенно бабушкам, которые минус 50 ходили. Дима, ты же с камерой ходишь, ты же все снимаешь. Да, как ты вот видишь этот избирательный процесс? Он интересный был или интереснее был у нас в Кызыле местные выборы? Вот как ты думаешь? Люди же как-то реагировали. Очень много людей говорят, что не знают нашего кандидата. То есть, да, это вот большая была проблема, это правда, реально. Но когда мы начинаем о нем рассказывать, люди берут газету и прямо заинтересовываются. Так что запомните, мы часть большой пирамиды. И каждый ваш голос – это маленький кубик. Партийный я имел в виду, пирамиды, а не финансовый какой-то. То есть у нас есть система и как бы. Да, мы так что вот. Дима, мы имеем свое мнение? Конечно. То есть мы можем его высказать, а то тут некоторые в комментариях пишут, что, мол, вот вам как сверху скажут. Да, дисциплина это важно, но мы же обсуждаем все на наших мероприятиях, скажи им. Любой момент какой-то, даже вот начиная там с внутренних дел, заканчивая политикой, мы же коммунистами собираемся, все обсуждаем.
Любое решение принимается коллективно, да, это совершенно правильно. Да, Так и должно быть. это прорабатывается, начиная от первичек, бюро заканчивая местных там, да. комитетов, Я же комитетов. говорю вам, мы предлагали, мы 4 кандидатуры предложили туда. А то, что Николай Михайлович оказался один, ну таково решение съезда. Поэтому вот как-то так. Мы в любом случае будем идти дальше. Вы можете обвинять нас в том, там, что мы, держи ладонь, что мы там продались, что мы там такие-сякие кривые соглашатели. Но на самом деле это не так. Наше региональное отделение всегда ведет общественно-политическую работу открыто, честно. По крайней мере, мы перед своими товарищами никогда ничего, у нас нет каких-то таких подводных камней. Мы всегда все лицом к лицу все это обсуждаем и говорим. Вот яркий пример. Ладой Донбасс, вот скажи, к нам приезжала депутат Госдумы Анжелика Егоровна Глазкова с общественным деятелем, лидером движения за новый социализм Николаем Николаевичем Платошкиным. В комментариях пишут, что зачем вы его там к себе пригрели, он сейчас хаит коммунистов в своих социальных сетях, через его там блогеров там и так далее. Мы же открыто с ним сидели, общались, мы все эти вопросы с ним обсуждали. Там есть подводные камни, там есть определенные моменты. Эртиневич, вот ты расскажи, как наша партия взаимодействует с нашими союзниками? Как вообще в целом прошло формирование членов избирательных комиссий, да, вот наблюдателей? Вот расскажи нашим зрителям, чтобы они знали, как мы отработали. Добрый день, уважаемые зрители, подписчики. У нас в Туве всего 186 избирательных участков. Также есть 18 территориальных избирательных комиссий, в которых у нас только в одной избирательной комиссии Терехольского Хожуна у нас нет представителей. Это отдаленный там у нас. Отдаленный район, а в остальных у нас представители присутствуют. Сейчас для формирования участковых избирательных комиссий нами были направлены более 130 наблюдателей, различные УИКи. Вот последние дни мы уже со списками, с направлениями сидели, работали. Так что, в принципе, у нас контроль на местах, в УИКах, мы полагаем, что будет более четким, чем предыдущие выборы. Да. На самом деле, это о чем говорит? О том, что о стабильной такой, как сказать, регламентной работе нашей парторганизации на территории Республики Тыва. Раньше, если до 2017 года у нас даже на выборы регионального парламента, то есть Хурала, Верховного Хурала Республики Тыва, от нашей парторганизации выдвигались 3-4 кандидатов. В 2019 году мы все участки закрыли кандидатами, территориальную группу все закрыли. В этом году тоже планируем закрыть. Это благодаря тому, что не только нашей партии, это благодаря сплоченной работе команд молодежного отделения. Также у нас мы плотно сотрудничаем, работаем с тем же ДЗНС, да? Да, вот у нас так, Ладой, объясни вот ситуацию вот, по поводу комментаторов, которые говорят, зачем вот они сюда ездят, они ведут там двойную игру, голоса там отдают Путину, вот и так далее и тому подобное. Ну, в комментариях, потом даже можно скрины эти показать. Вот что мы можем на это ответить? Что для нас главное вот в этом вопросе? Вот как вы все знаете, было во время выборов в Государственную Думу нашим Центральным комитетом, съездом были выдвинуты кандидаты в депутаты, в том числе и с левого фронта, да, и нового социализма, и движения новый социализм. Это получается сейчас, не знаю почему, так как наши комментаторы такое пишут, или хотят разлад, или действительно так, но здесь на территории Республики Тыва наш кандидат говорит, наш депутат Анжелика Егоровна приезжает сюда со своим помощником Николаем Николаевичем, и
Здесь у нас нет никаких пререканий. Конструктивная работа. Мы конструктивно работаем. Во благо людей. Во благо людей. Вот к нам, мне, Тельмановичу, Сергеевичу и Васильевичу, как помощникам, люди обращаются, мы здесь все обращения отрабатываем. Если какие-то сложные, требующие личного обращения, личной встречи, мы их здесь составляем список, и по приезду Анжелики Егоровны раз в квартал мы устраиваем здесь личные приемы для Анжелики Егоровны. Да, это просто ее избирательный округ. Так получилось, что два Алтая и Республика Тыва. И вот она наш депутат. Соответственно, мы, как члены КПРФ, вообще как команда, конечно, мы будем взаимодействовать и работать. Очень печально, что, может быть, в других регионах на каком-то более высоком уровне, где-то идет разлад, где-то идет какое-то непонимание. Мы видим, что некоторые блогеры, как они просто поносили нашу партию, выбор съезда, да, по поводу кандидатуры президента. Мы анализ этот проводим, мы это все видим. И мы это, конечно, не приветствуем. Это очень плохо для всего левого движения, потому что мы здесь в низах работаем, стараемся вот каким-то образом, тратим свое время, людей привлекаем, они тратят свое время. И кто-то просто блогер выходит и где-то в социальных сетях начинает поносить и партию нашу, и кандидата нашего. И вот в таких условиях, представляете, мы и работаем. С другой стороны, прилетают сюда, и мы здесь начинаем работать во благо. У нас здесь все нормально, никаких проблем. И поэтому вот вы в комментариях пишете, вот так и работаем. Таким образом мы и призываем всех к сплочению. Не потому, что там кто-то нам не симпатичен или симпатичен. Мы за идею, мы за движение вперед. Поэтому вот как-то так. Знаете, скажите по этому поводу каких-то пару своих слов. Денис Павлович, пожалуйста. Пару слов. Ну, самое главное движение вперед и помощь людям. Ну, по факту, вот, Анжелика Егоровна сколько раз приезжала, да, соответственно, ни один вопрос без внимания не оставался. Да. Более того, по онкологическому центру там взаимодействовала. И тоже это принесло свои плоды. Друзья, там, короче, все вопросы рассматривались. И мы, безусловно, конечно же, мы, конечно же, партийцы. Мы, прежде всего, члены КПРФ. Да, они там не члены нашей партии. Но в рамках нашего регионального отделения мне хотелось бы сказать, что если бы во всех регионах шло такое взаимное, так сказать, и уважение, и работа во благо жителей, ой, вообще мы бы были бы самой мощной силой, реально. Вот я вам говорю, как оно есть. Потому что на президентские выборы, как Дмитрий Сергеевич сказал, ой, на выборы в Госдуму, мы работали вместе. На выборах в Хакасии работали вместе. И эффект от этого был отличный. Поэтому в этом плане мы в Туве тоже рассчитываем. У нас впереди какие выборы, Дима? Верховный Хурал. Верховный Хурал. Мы уже команду формируем. Соответственно, прилетают, какие есть движения, как будете, какая команда. Да это же здорово. Поэтому в завершении всего нашего этого эфира мне хотелось бы сказать, что наше региональное отделение всегда открыто к диалогу, но в то же время мы идейные ребята, и мы понимаем прекрасно, что для нас задача партии, программа партии, она первостепенна. Здесь нет, как вы некоторые пишете там, некоторые пишут, да вот вы там за свои ковришки, за зарплаты там сидите. Конечно, если бы у вас зарплаты не было, что бы вы делали? Но мы региональное отделение партии, есть закон о политических партиях. Соответственно, согласно ему мы здесь трудимся. Соответственно, я считаю, что это абсолютно нормально в рамках существующего правового поля. Каждый из этих ребят просто так на месте не сидит. Мы все пытаемся что-то сделать, чтобы пропагандировать левую идею. Поэтому у нас есть свои отделы, у нас есть своя общественная работа, свои направления. Подписывайтесь куда, Дима? На канал Республика. Да. Подписывайтесь, кто не видел, на канал Республика. У меня есть личный телеграм-канал, называется Тамоев Роман. Пожалуйста, найдите в телеграм-канал, подпишитесь. У Дениса Павловича есть телеграм-канал, так и называется, Денисов депутат. У меня нету канала. Да, у него нет канала, и у Ладой Донба тоже нет канала. Им достаточно канала Республика и наших социальных сетей. Не забудьте передать привет, который просили нам передать наши подписчики. Да, действительно, передаем большой привет всей Республике Тыва. Сюжет по поводу 80-летия вхождения Тувы в состав Советского Союза и комментарий Николая Николаевича, он зашел, в принципе, в социальных сетях, не только в Ютубе, но и в ВК, и в Телеграме и так далее. Поэтому спасибо вам за доброе пожелание в адрес нашей замечательной республики, у которой, как и у всех регионов, есть свои проблемы. И мы, как оппозиционная партия, стараемся подключаться и тоже где-то решать вопросы. Поэтому всем большой-большой привет, канал Республика, Денис, Дмитрий, Роман и Ладой Донба. Рады, что вы нас посмотрели. Свои комментарии, предложения, замечания, пожалуйста, ниже пишите. Мы каждый из них читаем и обязательно ответим. И еще, Дим, когда мы наладим стрим? Ладой, когда мы выйдем в стрим? Все пишут нам. Не знаю, как
Ответьте вы, когда, Дим, ты у нас за часть. Люди пишут, давайте прямые эфиры, давайте стримы. Ну когда мы это организуем? Ну, чуть время освободится После сейчас. выборов, да. Да, все же знают, что в какой напряженности мы работаем. Вот Денисов вчера во сколько уехал-то? В 11. Там 11:30, 11 где-то вот так. Ну, уже очень поздно было. У нас, кстати, и погода весь февраль стояла очень холодная, сейчас более-менее у нас какое-то потепление идет. Поэтому давайте выборы завершатся, мы, честно слово, подумаем, как технически часть эту всю наладить, обустроить, сделать, чтобы чаще с вами бывать. И еще, друзья, вам такой вопрос. Вам интересно будет, если мы будем снимать сюжеты, вроде не политические такие, а об общественной жизни, если мы вам покажем реальную Туву, как живет деревня, как живут люди, какие здесь дороги, какие здесь были предприятия, вон уже звонят. Поэтому в этом плане ответьте, пожалуйста, нам было бы интересно. Дим, садись, это ничего вырезаться не будет. Ответьте, пожалуйста, вам просто о быте, об истории, о культуре Республики Тыва будет интересно, если мы что-то будем снимать? Если да, комментарии ниже. Какие-то темы надо осветить? Напишите, мы это осветим, покажем. Поэтому не болейте, на большом уважении. Всем большой привет из Республики Тыва. Пока-пока. Пока-пока.